Ребенок пришел показывать щеку и руку. Этот вечер Александр Савельев вспоминает со страхом. Внук вернулся домой весь в волдырях. На вопрос, где так обжегся, получили ответ: около дома. Сейчас мальчик на лечении в другом городе, а пенсионер не понимает, как это растение появилось в Нижнекамске. Борщевик, привычный для полей, на днях довел до больницы еще и дачницу. После осмотра врачи приняли решение – немедленная госпитализация. В тяжелых случаях мы госпитализируем в стационар для вскрытия вот этих больших пузырей, наложения повязок, а лечение, прием антигистаминных препаратов и обработка кожи. Масштабы проблемы – это вся страна. В октябре Госдума запросила в Минсельхозе России информацию для подготовки специальной федеральной программы по борьбе с борщевиком, по аналогии с Германией, Эстонией, скандинавскими странами, Белоруссией и Чехией. В Подмосковье в этом году на борьбу с растением выделили больше 300 миллионов рублей. Когда косишь, очень нужно быть осторожным, а то сок попадет и может обжечь. Прошлым летом в районах на борьбу с сорняком выходили чуть ли не селами. В августе поле у Альдермыша полностью заросло борщевиком. Его скашивали просто косами, пока сорняк не успевал дозревать. Иначе вывести нереально. Сначала Сайо попал, потом Иврё в нашем сельском поселении, потом Альдермыш. И с каждым годом, вот сколько не боремся, но все равно с каждым годом побольше уж распространяется. Остается гадать, как сорняк попадает в города, а врачам готовиться к ближайшим неделям. По словам медиков, наплыв жертв борщевика ожидается ко времени сенокоса и полевых работ. Елена Веселова, Рамиль Шайдуллин, Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, ТНВ, Нижнекамск, Казань.